graphics. То есть вопросы с графиками, они у нас были в первом варианте, в первом туре Олимпиады. Во втором туре также будем употреблять и, скорее всего, и в третьем туре, потому что это требования современного образования. Такие международные экзамены, как PISA, они все требуют как раз-таки вот этого. То есть, чтобы ученик мог правильно получать информацию, анализировать информацию во всяких там графиках, чартах, diagrams, tables, таблицах и так далее. Это реалии жизни, поэтому ученики должны быть к этому готовы. Соответственно, мы тоже намерены продолжать спрашивать в подобном формате. Будьте готовы к этому. Ну, данный формат, именно этот вопрос очень легкий, он не относится к C, он максимум B. Потому что здесь нужно описать process description, то есть процесс. В данном случае у нас use the process diagram about the bricks industry, то есть индустрия кирпичей, то есть изготовление кирпичей, to complete the following task, чтобы завершить задание. The diagram explains the process of making bricks. То есть здесь, смотрите, digger, вот он экскаватор, копает clay, глину либо почву. Далее эта почва переходит по роллам через metal grid. Дальше добавляется sand and water, то есть добавляют песок и воду. И двумя путями можно их сформировать. Y-cutter, либо делить вот так вот на кирпичики, либо формочки заливать. Molding. Mold – это формочки. Далее, после того, как они уже в формах уже образовались, drying oven – сушилка. Сушилка между 21 часом и 48 часами сушится там. После этого идет следующая ступень. Следующая ступень изготовления – это kiln. В килнах что делается? Умеренная температура 200 градусов по Цельсию до 980 и дальше высокая между 870 и 1300 градусами. После этого идет cooling chamber, охладительная камера, где хранится 48 и от 48 до 72 часов. И после этого только, как уже охладилось, у нас идет packaging, то есть упаковывают как положено, чтобы дальше транспортировать. Как раз таки следующий, самый последний у нас шаг изготовления – это транспортировка, delivery. КАМАЗами, неважно чем там, кораблями, неважно чем, каким транспортом. Вот. Это весь процесс. Нам нужно правильно разобраться в этом процессе. Очень легко, в принципе, ничего сложного. Давайте посмотрим сам вопрос. А вопрос у нас гласит, choose the true statement. True statement, обязательно обращать внимание на это, потому что бывает wrong statement, либо false statement. Наоборот, нам нужно будет найти неверное. А тут у нас верное утверждение, true statement according to the diagram, согласно нашей диаграмме. Так, попробуем. In the drying oven, the bricks are heated up to 1300 Celsius degree. In the drying oven, вот он, drying, вот он, heated up to 1300, вот он, 1300. Совершенно верно. Самая высокая температура это здесь. Здесь все нормально, его исключаем. Ой, извиняюсь. In a drying oven, вот, видите, я сам поймался. Drying oven, вот она у нас здесь. Это у нас нагревательная камера, да. А сушка происходит, вот он, drying oven. Здесь у нас об этом речи не идет, здесь никакой температуры нету. Здесь просто они сушатся сами по себе, без какой-либо температуры, мы его исключаем. The production of bricks starts from the digging up of clay. Начинается с выкапывания клея, то есть глины либо почвы. Вот он, clay. Да, здесь, возможно, все правильно. There are 12 stages in the process. 12 уровней. Так, начнем. 1, 2, 3, 4. Деление. 5, 6, 7, 8, 9. Максимум 9 стейджей. Поэтому 12 никак не подходит. Вычеркиваем. The bricks are kept in a cooling chamber for 1 day. Cooling chamber, вот он у нас, вот он, cooling chamber, for 1 day, говорится, а у нас от 48 до 72 часов, соответственно, от 2 и больше дней, поэтому это тоже у нас неправильно, у нас минимум должно содержаться там 2 дня. Последнее, the mixture is turned into bricks, смесь превращается в кирпичи, first by placing into mold, сперва залив их в
формочки. And then using a wire cutter. И только потом использовать их делить их на кирпичики посредством вот этих wire, то есть проводов. Здесь у нас, видите, or написано, or очень внимательно надо быть. Либо так формочки заливают, либо так формочки заливают. Либо заливают, либо делят. Поэтому этот вариант тоже отметаем. Остается только B. The production of bricks starts from the digging up of clay. Очень легко. Вот он самый первый процесс, где экскаватор выкапывает сперва эту самую почву. Вот. Поэтому вариант B будет правильно. Этот вопрос относится к уровню B, очень легкий. Некоторые даже к уровню A. Это первые вопросы, они будут к уровню A. Очень легкие такие, маленькие таблички. Там нужно очень быстро прочитать и определить. Так. Следующий вопрос – это анализ. Анализ. Analysis of information in graphs, tables, diagrams and charts. Всякие чарты, графы, графики, таблицы, диаграммы и так далее. Нам нужно информацию прочитать. В данном случае вот тут у нас вот она таблица. Use the diagram to complete the following task. Table shows the Tamgali Gorge. Это ущелье Тамгалы. И там у нас есть наскальные рисунки, петроглифы. И также эта таблица показывает changing patterns, где рисунки изменяются, of local life during 5 distinct periods. В течение 5 периодов, вот они, 1, 2, 3, 4, 5 периодов, как у них менялась мода на эти картинки, наскальные картинки. Starting from the second half of the second millennium BC, вот он, second half, to the beginning of the 20th century AD. 20th century, вот они. Over 5,000 petroglyphs include such images as solar deities, sun heads, вот они, sun heads, zoomorphic beings, то есть вот они, zoomorphic beings, nomadic life, nomadic subjects, вот они, например, шанра, кастрюля, вот она, казан, точнее, казаны, people, люди, вот они, hunters, archers, охотники и лучники, wide range of animals, и животные, например, cattle, horses, camels, deer, aurochs и так далее. Вот. Именно такие рисунки наскальные находятся, нарисованы в ущелье Тамгалы, и нам нужно теперь эту информацию, эту таблицу проанализировать и найти подходящие ответы. Так, давайте сразу к вопросу перейдем. Вот он. Вот так вот подниму, чтобы видно было. Yes. Find the correct statement. Обратите внимание, correct. Не false, а именно correct. Значит, правильное утверждение нужно найти. Очень внимательно надо быть, потому что в первом туре дети очень часто ошибались. Вместо correct находили false, либо вместо false находили correct. Очень внимательно нужно прочитать. Либо там not частицы, да, не является и так далее. Очень надо внимательно прочесть задание. Итак, нам нужно найти correct statement, правильное утверждение about the ages, о периодах. Вот они, ages, Middle Bronze Age, Late Bronze Age, Iron Age, Middle Age, Modern Age. Тут очень долго разбираться. Например, такие вопросы могут, например, в каком age начались, например, наскальные рисунки, которые изображали, например, hunters или archers, лучники. То есть, когда лучники появились в том месте, где рисовались эти наскальные рисунки, и вот тут видно, что они начались вот тут такие и продолжались аж вплоть до конца второго периода. Значит, это Iron Age и Middle Age рисовали, например. Но у нас требуют как раз таки посредством ages, вот они, от 16 по 12 века до нашей эры длился период Middle Bronze. От 12 по 8 век до нашей эры длилась Late Bronze Age. То есть 6 и еще 4. 4 века.
Далее Iron Age, металлический, то есть железный период с 8 века до нашей эры по 6 век нашей эры. То есть 8 плюс еще 6, итого 14. 14 веков длился у нас период железный. Дальше Middle Age у нас с 6 века по 17, 11 веков нашей эры. И Modern Age с 17 по 20, то есть всего лишь 3 века современный период у нас. Здесь у нас 3, здесь у нас 11, здесь у нас 8, 14 веков, здесь у нас 4 и здесь у нас 4. 4, 4, 14, 11 и 3 века в общей сложности. Теперь нам нужно найти информацию, которая согласуется именно с этой. Так, Modern Age lasted longer than Middle. Modern Age, вот он, который 3 века, lasted longer than Middle, чем Middle, вот он, который 4 века. Нет, это у нас неправильно, она меньше на 1 век. The Iron Age was shorter than the Middle. Iron Age, который длился 4 века, 14 веков, извиняюсь, был короче, чем Middle Age, который он всего лишь 4, тоже неверно. The Middle Bronze Age, вот он, номер 2, lasted as long, то есть он длился так же долго, как и Late Bronze. Middle Bronze, Late Bronze, да, они оба по 4, поэтому, возможно, это правильный. The Late Bronze was shorter than Modern Age. Shorter than Modern, нет, здесь 4, а Modern был у нас 3, никак не короче, поэтому это тоже исключается. The Middle Age lasted as long as the Iron. Middle Age, вот он, длился так же, как и Iron, который... Здесь 11, здесь 14. Они тоже не соответствуют друг другу, поэтому, да, вариант С у нас единственно правильный. То есть у нас Middle Bronze и Late Bronze оба по 4 века, они одинаковый срок прослужили. Так, идем дальше. И последний тип у нас называется Logical Deduction. Это новый тип, мы добавили во втором, и он также будет в третьем туре. Logical Deduction, либо его еще называют Logical Reasoning, либо Inference, умозаключение. То есть здесь те самые вопросы, где нужно понять нам предложение, задание, разобраться и по логике расставить все по своим местам. В данном случае у нас read the sentences and answer the following question. А following question у нас гласит: Who among the following, извиняюсь, who among the following lives in Turksip district? Кто живет из этих из данных особ проживает в Турксибском районе? В Турксибском районе города Алматы. Итак, давайте прочтем задание. 5 women, София, Айгерим, Майя, Амалия и Лиза, живут в 5 разных districts, то есть районах Алматы, города Алматы. Это Бостандык, Бостандыкский район, Ауэзовский, Алатауский, Медевский и Турксибский районы. Получается, эти 5 женщин живут в 5 разных районах. Получается, в каждом районе по одной женщине из этих. They are engaged in 5 different occupations. Они работают на разных работах, разные профессии у них. Тоже 5 разных. То есть они разные профессии у них у всех. Поэтому одна является банковским клерком, банк employee, одна из них актриса, третья учительница, у 4-й свой магазин, shop owner, и 5-я является гидом, видимо, туристической компании какой-нибудь. Итак, далее у нас идут 5 заданий. Первое задание. Айгерим is a bank employee living in Ауэзов Street. Данные тексты нужно решать именно вот так вот. Делаем таблицу, сразу заполняем. Например, Айгерим, София, Лиза, дальше Майя, и осталось у нас Айгерим, София, Лиза, Майя, и осталась у нас Амалия. Yes, M. Итак, таблица такая. У нас, что хорошо, у нас здесь всего лишь 2 переменные есть. Variables – это
районы, где они проживают, и вторая переменная – это их профессии. То есть всего лишь две строчки нам нужно, два столбика заполнить нам нужно. Итак, давайте будем заполнять. Дальше. Про Айгерим. Что нам известно про Айгерим? Здесь у нас district, здесь у нас profession или occupation. Occupation, да. Это district, район. Айгерим у нас живет в Ауэзовском районе. Ауэзовский. И она работает в банке. Bank. Окей. Про нее все понятно. Дальше. София владеет книжным магазином в Бостандыкском районе. Хотя она там не проживает. She doesn't live in Bostandyk district. Значит, София у нас shop owner, но пока что неизвестно, где она проживает, потому что в Бостандыкском она работает, но живет, видимо, в 4 других районах. Дальше. Lisa's house is in Алатау, то есть она проживает в Алатауском. Пишем Алатау. Алатау, Ауэзовский, Алатауский нашли. She is not a guide, то есть она не гайд. Если она не гайд, значит у нас осталось. Мы нашли банкира, нашли книжного магазинчика нашли. Если она не гайд, значит гайд либо Майя, либо Амалия. То есть у нас осталось вот тут. Она не тут, значит либо здесь, логически. Дальше. The teacher, Майя. Майя у нас учительница, значит здесь она teacher. Окей. Teacher Майя lives in Bostandyk. Ага. Майя у нас проживает в Бостандыкском районе. Про нее тоже уже все известно. Майя живет в Бостандыкском районе, и она учительница. Все понятно. Значит, так как мы нашли Майю, соответственно, гайд у нас как раз-таки Амалия. Вот, это ее профессия. Значит, Амалия у нас гайд, Майя у нас teacher, Лиза пока непонятно, София shop owner и Айгерим у нас bank. Соответственно, у нас осталось что? Лиза, одна из последних. У нас кто остался? Актриса, да. Лиза у нас получается последний вариант. Актриса. Лиза у нас актриса, проживает в Алатауском районе. У нас остались два района. Нам нужно найти либо Медеуский район, либо Турксибский район. Кто-то из них проживает в одном из этих районов, вторая в другом. Пятое предложение, пятое задание. The guide does not live in Turksib. Гид не проживает в Турксибском районе. А гид у нас Амалия, значит, если у нее нет Турксиб, то Турксиб, значит, у Софии получается. Одно из двух. Турксиб. А последняя оставшаяся у нас Медеуский, значит, у нас Амалия в Медеуском. Вот. Исходя из этой таблицы, то, что мы нашли, можно отвечать на любой практически вопрос, связанный с этим заданием. А задание у нас гласит: who among the following lives in Turksib district? И дальше имена: София, Майя, Айгерим, Амалия, Лиза. Понятно. 5 женщин. Нас спрашивают Турксиб, а Турксиб у нас вот он. В Турксибе у нас проживает София, которая также владеет магазинчиком в Бостандыкском районе. Окей. Итак, мы должны отметить вариант A. Вот. Подобные вопросы относятся к логике, потому что нужно это все вычислить посредством как раз такой таблицы. Очень рекомендую вам написать вот такие имена, потом дальше столбики в зависимости от переменных. Сколько там переменных? В данном случае, в этом задании у нас 2 переменных даны. Это районы проживания, Медеуский, Алатауский и так далее, и их профессии, то есть 2 переменных. Значит, 2 столбика нам нужно заполнять. Некоторые вопросы будут нести 3 переменных, 4 переменных. Соответственно, 3-4 столбика нужно будет заполнять. От этого, конечно, вопросы будут только усложняться. Вот. Помимо этого, вам нужно будет очень хорошо владеть английским языком, потому что, чтобы это задание понять, вам нужно очень правильно понимать и очень внимательно быть, потому что, смотрите, например, she does not live. Очень внимательно нужно читать. Она не проживает там. То есть многим может показаться, что она там проживает, также Бостандыкском, но она там не проживает. Соответственно, вся эта структура у них пойдет наперекосяк. Будут нестыковки. То же самое здесь. Does not live in Turksib. Очень внимательно читайте такие предложения. На этом у нас все. Подобные форматы у нас встретятся во втором туре Олимпиада Айконат.
Желаю вам хорошенько подготовиться. Всего доброго, до свидания.